конечно, в боях. Что говорить. Не раз приходилось и под обстрел попадать. Один раз потеряли меня совсем. Это да, под Кенигсбергом. Я была на батарее на телефоне. Это вот передавала все координаты, переходили в меня, и потому что я передавала батареи. Все, метеокремвую. И мне пришлось здесь быть, это 2 суток, мы безвыходно бой был, страшный бой был. И меня никто не сменил. Я продержалась 1,5 сутки, это не спавший, день и ночь. Потом сменили меня. Я пришла утром. Утром пришла, значит, перед завтраком еще. А спать хочется. А было сток сена стоял. А к нему еще немного маленькая копешечка была приделана к этому стоку сена. Ну, думаю, куда бы мне спрятаться, поспать, потому что мне не дадут поспать ведь. Вот я на эту копешечку залезла, сделала себе гнездышко и легла. И уснула. Вы знаете, я спала мертвым сном. Я не слышала, как был артналет. 2 часа бил по этому месту. Все в ячейки ушли, спрятались, все разложились. Когда закончился, меня потеряли, нет. Где? Обошли все поле, все проверили все блиндажи, все на свете, все ячейки. Меня нет. И живой нет, и мертвый нет. Куда делась? Закралась мысль, что, может быть, ее утащили немцы. Я сплю себе свободно. Проснулась, выспалась досыта, проснулась. И слышу, кто-то разговаривает под копешкой-то сидит. 2 солдата, 2 связиста, мои напарники сидят, это они уже обедают. И говорят, ну куда она могла деться? Я сижу там и слушаю. Это что, это меня потеряли, ищут меня уже. Вот говорила, так и думала, что не дадут поспать. Вот я легла на эту копешку, голову спустила на них и говорю, сами едите, я тоже хочу. Они вскочили, схватили меня с этой копешки и потащили к командиру. Командиру тащили, вот нашли. Он спрашивает, где ты была? Я говорю, спала. Как спала? Ну, спала, я же не спавши 2 суток без сна. И вот тут вот такой вот шок получился. Вот этот случай был у меня.